Туман, туман, слепая пелена, и всего в 2 шагах за туманами война, и гремят бои без... Иван Афанасьевич, что для вас Родина? Где она у вас? Родина для меня – высочайший идеал, во имя которого человек думает, работает, не жалеет силы и энергии, а если нужно, не пожалеет и жизни во имя защиты ее интересов, переживет любые трудности на пути ее развития. Для меня она – бывший Советский Союз, а если брать точнее – Якутия. Что вы посоветуете идущему за вами поколению? Опыт народной жизни безошибочно отвечает на этот вопрос. Старшее поколение, воспитывая детей, в первую очередь стремится передать молодежи здоровые нравственные устои. В них оно видит тот компас, который помогает человеку выбрать для себя единственно правильный поступок. Какая ваша заветная мечта и представление о счастье? Моя заветная мечта, чтобы наши народы жили в экономически крепких, цветущих государствах, а жизнь людей была бы на уровне развитых европейских государств. А счастье — это мир, безопасность народов, здоровье моей семьи и близких. Иван Афанасьевич, у вас ведь исключительная биография. Конечно же нет. Лучше других на этот вопрос когда-то ответил Аркадий Гайдар. Это не биография у меня необыкновенная. Это просто обыкновенная биография в необыкновенное время. За туманами любовь, долго нас невестам ждать, с чужедальней стороны мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны. Командир, возьми немного вправо, я его плохо вижу. Хорош! Хорош, хорош! В победе над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 41-45 годов был огромен вклад советских военно-воздушных сил. Многие поколения воспитывались на примере подвигов, совершенных летчиками-асами, ими восхищались, о них снимались фильмы, и им подражали многие мальчишки. Немногие знают, что в военной авиации был и наш земляк, первый летчик-истребитель и первый летчик-инструктор из народа Саха, лейтенант Иван Федоров, выпускник легендарных в то время Качинского и Сталинградского авиационных училищ. Большая заслуга Ивана Афанасьевича была прежде всего в том, что в годы войны он готовил летчиков для фронта. Кроме того, он показал себя отличным бойцом в воздушных сражениях с вражескими истребителями. После войны он продолжил службу инструктором, окончил военно-воздушную академию, в разные годы служил в штабах авиации Одесского и Забайкальского военных округов. Достиг звания гвардии полковника авиации и лишь в конце 60-х годов вернулся в родную Якутию в качестве военного комиссара. Он стал первым боевым летчиком-истребителем из народа Саха. Он же фактически выходец из глухой деревни, будем так говорить, что как вот молодой человек в те годы сложные, тяжелый, смог пробиться и достичь вот таких больших высот. Иван Афанасьевич был эталоном военного человека. Обычно военные люди бывают как-то, знаете ли, холодные в основном. Неразговорчивые бывают. Он был очень простой, поэтому народ его уважал. Иван Афанасьевич в свое время дослужился до
заместитель командующего ВВС Забайкальского военного округа. В теперешнее время мы из существующих офицеров до такого уровня навряд ли кто дойдет. Из воспоминаний Ивана Афанасьевича Федорова. На правом берегу Лены, у устья таежной речушки Эчите, жила семья Федоровых. На этих песчаных каменистых участках, отвоеванных у тайги, урожаи хлеба были скудные, поэтому часть хлеба сеяли на заливных землях острова Хар-Ялах. Там же заготовляли сено для скота. 21 августа 1918 года мать Прасковья Анисимовна, хотя была беременная и ходила последние дни, вместе со всеми жала хлеб. К полудню ей стало плохо. Она зашла за скирду, постелила несколько снопов ржи, легла, и на свет появился я. Бу Федоров аймактар болана эчитагалар буттар, тыгынча хетте хүс, тыгынчага сүз агуан сыллар декке онны үс бираттылар буттар 90 сүйдер, каңыл сүйдер, онна намын сүйдерден. Бу үс сүйдерден жатаксыттар Федоров аймактар. Прасковья и Афанасий Федоровы, родители Ивана, были бедной крестьянской семьей. Родили они всего 5 детей, 4 сына и дочь. Старший сын Александр и единственная дочь Татьяна ушли из жизни рано, еще в юном возрасте. Недолгую жизнь прожили и родители. Мать умерла в 1937 году, в возрасте 40 лет, а отец в 1943, на 50-м году жизни. Остров Хар-Ялах, где родился и вырос Иван Афанасьевич Федоров, по сей день является частью острова Ти-Тары, расположенного посередине реки Лена. Раньше Хар-Ялах представлял из себя небольшую деревню и считался центром титарынского наслега. На острове находилась еще одна деревня – Чкалов. Она и сейчас существует. А напротив острова, на левом берегу Лены, располагалось село Ти-Тары, в прошлом ямщицкая станция Иркутско-Якутского почтового тракта. До появления воздушных и автотрасс вплоть до первой половины XX века через остров Ти-Тары проходила главная дорога, связывающая Якутию с внешним миром, и потому жизнь здесь нельзя было назвать размеренной. Из событий ранних детских лет мне запомнилась встреча с Максимом Амосовым. Осенью 1923 года он плыл по реке и сделал короткую остановку у нас. Бабушка угощала его традиционным чаем со сливками и оладьями. Перед тем, как сесть за чай, Максим Кирович подозвал меня и начал расспрашивать, помогаю ли я родителям, кем хочу стать. И так как от стеснения я не смог вымолвить ни слова, он сам начал говорить, что из меня выйдет хороший красный боец. Затем надел на меня наган в черной кобуре, полевую сумку и поставил у двери в качестве часового. В конце чаепития он подошел ко мне и похвалил за то, что выдержал экзамен на бойца. Конечно, тогда ни Максим Амосов, ни я не могли предположить, что эти слова окажутся пророческими, и я в течение всей жизни буду находиться в рядах защитников Родины. Но надо сказать, что жизненный путь Ивана Афанасьевича Федорова начинался совсем в другом направлении. В 1934 году, в 16 лет, он становится студентом двухгодичного учебного комбината Якутского национального театра. Он обучался у первых якутских артистов Тараса Местникова, Пантелеймона Васильева, занимался в литературном кружке у начинающего тогда писателя Николая Мординова «Амма Ачигая».
Но актерскую профессию Иван не стал продолжать. Поэтому после окончания комбината вернулся в родной колхоз, где его избрали секретарем комсомольского комитета. А через 2 года 20-летнему Ивану предложили учебу в Москве. Ради образования сына отец Федоров пожертвовал единственным богатством в хозяйстве – лошадью. Иван, загрузив скот на деревянный плот, доплыл до Якутска, лошадь продал на рынке, купил билет на пароход до Усть-Кута и на 18-е сутки оказался в Москве. Москва ошеломила меня своей громадностью, шумом, множеством людей и машин. На Садово-Спасской улице располагалось общежитие якутского представительства для студентов-якутян, которых в столице было немало. Земляки встретили нас тепло и на правах старожилов пошли показывать Москву. Иван Федоров стал студентом Московского областного техникума физкультуры, ныне Московской государственной академии физкультуры. Из всех видов спорта студенту из Северного края сразу полюбился лыжный спорт. И уже на 1-м курсе Иван состоял в составе сборной команды лыжников техникума. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами. Как-то в конце октября 1938 года в техникум приехали представители Люберецкого аэроклуба. Они приглашали нас учиться летать на самолете У-2. К тому времени я подружился с парнем из села Дубье Кимрысского района Калининской области, тезкой Иваном Федоровым. Мы с Иваном поступили в аэроклуб и стали регулярно ездить в Люберцы на занятия. Всю зиму изучали аэродинамику, самолетовождение, метеорологию, конструкцию самолета и мотора, парашютное дело. Ввысь летя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. Судьба удивительным образом направляла Ивана к осуществлению его детской мечты. Хотя тогда 7-летний мальчишка вряд ли мог представить, что когда-то окажется за штурвалом самолета. Помню, летом 1925 года старик Андрей Федотов, наш сосед, побывав в городе Якутске, рассказывал всем, что он там видел чудо, похожую на большую птицу-машину, на которой прилетел один человек, и он скоро должен над рекой пролететь обратно на юг. Нас разбирало большое любопытство, смешанное со страхом. Мы боялись пропустить такое событие. И вот как-то хмурым утром нас разбудил незнакомый гудящий звук. Выбежав на берег реки, увидели невысоко над рекой приближающуюся с громким гулом большую черную точку. Было очень интересно, но страшно. Бабушка убежала спасать телят от нечистой силы. Мы с замиранием сердца наблюдали за полетом первого увиденного нами самолета. Весь коллектив техникума к нам, аэроклубовцам, относился с уважением. Называли нас не иначе, как «наши летчики». В конце 30-х годов люди, имевшие отношение к авиации, пользовались всеобщей любовью.
Этому способствовало спасение челюскинцев летчиками, удостоенными звания Героя Советского Союза, и прогремевшие на весь мир рекордные перелеты Чкалова, Громова, Водопьянова и Кокенаки, а также героические подвиги наших военных летчиков в Испании. Страна гордилась своей авиацией и прилагала все силы, чтобы советские летчики летали дальше всех, выше всех и быстрее всех. Пока вы не научитесь подсчитывать и рассчитывать запас прочности машины, вы будете ее рабом. А может быть и жертвой. Начали урок. Федоров. Курсант Федоров. К доске. Иван Афанасьевич отличался своим трудолюбием, усердием и дисциплиной. Поэтому в аэроклубе он входил в число лучших курсантов. Все экзамены по летной практике он сдавал на отлично. Экзамены принимали преподаватели и летчики-инструкторы Качинского краснознаменного военно-авиационного училища, которые предложили ему стать курсантом этой старейшей кузницы летных кадров. В ходе учебы мы узнали, что в соседней третьей эскадрилье обучаются Тимур Фрунзе, Алексей и Степан Микояны, Владимир Ярославский, а также младший сын Сталина Василий. Он был капитаном футбольной команды курсантов. Учеба в Качинском училище шла по ускоренной программе. Курсанты обучались технике пилотирования самолетов УТ-2 и на известном тогда истребителе И-16, созданном старейшим советским конструктором Николаем Поликарповым. Этот самолет находился на вооружении военно-воздушных сил СССР уже 10 лет. Громил врага в небе Испании, Монголии и Финляндии, принял на себя всю тяжесть первых ударов немецко-фашистской авиации. На всю жизнь остается в памяти первый самостоятельный полет на боевом самолете. Пожалуй, с этого момента появляется у летчика не только чувство гордости, но и чувство ответственности за доверенное ему грозное оружие. Когда я уже запустил мотор своего И-16, инструктор Доценко вскочил на плоскость и, держась за борт кабины, прокричал мне на ухо: «Ну, Федоров, покажи, на что способен сын Якутии». Все было сделано, как учили. Капитан Доценко поздравил меня как первого якутского летчика-истребителя, и весь строй громко зааплодировал. Сердце мое было наполнено огромной радостью. Всего каких-то 2 года назад я, сын якутского крестьянина, ездил только на лошадях и быках, а теперь научился летать на боевом истребителе. За 6 месяцев Иван окончил обучение в Качинском училище. За отличные знания теории и практики летного дела ему предлагают остаться в училище в качестве летчика-инструктора. 16 молодых инструкторов, в том числе и Иван Федоров, направляются в Сталинград в распоряжении начальника Сталинградской военно-авиационной школы пилотов. В течение 3 месяцев качинцы постигали знания, необходимые для начала инструкторской работы. В начале 1941 года старший сержант Федоров принял свою первую группу курсантов. На первую встречу с учениками я шел с большим волнением. В моей летной группе оказались представители 9 национальностей: татарин, 3 русских, 2 украинца, грузин, армянин, белорус, карел, мордвин и я, якут. Первый час с курсантами был посвящен знакомству. Я рассказал о себе. 2 года, мол, на родине работал председателем районного комитета физкультуры и спорта, окончил Качинское училище летчиков только с отличными оценками. И увидел в глазах своих слушателей первую искру веры в меня, как в учителя. Я из вас асов хочу сделать, а не покойников.
Приготовиться к уроку воздушного боя. Первые пары Никитченко, Агамиров. Под самолетом! На 23 июня 1941 года у старшего сержанта Федорова были назначены первые полеты с курсантами на УТИ-4. Перед ответственным днем инструкторам дали отдых и разрешили выезд в город Сталинград. Когда прибыли в город и веселой толпой вышли на привокзальную площадь, над городом светило яркое солнце. Мы направились в центр города, и вдруг наступила какая-то непривычная тишина. Ни громких разговоров, ни смеха. Люди собирались под уличными репродукторами. По радио выступал народный комиссар иностранных дел Советского Союза Молотов. Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. В первые дни войны летчиками и инструкторами было написано много рапортов с просьбой отправить их в действующую армию. Но старшему сержанту Федорову было приказано остаться в Сталинградской школе над выполнением задач по ускоренной подготовке летчиков на фронт. В феврале 1943 года он был откомандирован на высшие офицерские курсы летчиков-инструкторов при Чугуевской военно-авиационной школе. После окончания этих курсов его направили в город Черногорск Красноярского края, где базировалась Бирмская военно-авиационная школа. Федоров приступил к обучению курсантов на истребителях Як-7. Здесь же надо учесть вот что он в годы войны был не просто летчик-истребитель, а инструктор. Он готовил летчиков-истребителей в училище для участия в войне. Но что значит готовить летчиков-истребителей для участия в войне? Надо же самому знать специфику боевых действий. Поэтому Иван Афанасьевич был, если по-мирному так сказать, в командировках на фронте и участвовал непосредственно в боевых действиях, чтобы лично ощутить, оценить военные действия, принять в них участие и потом уже учить курсантов этому делу, боевому делу. Поэтому он был и инструктор в училище, и участник непосредственно боевых действий. Как-то в конце октября 1944 года начальник школы вызвал к себе и сказал: «Имеется разнарядка направить 3 инструкторов на фронт, на боевую стажировку». Утром первым же поездом мы уехали в Москву, а дальше направились в сторону 3-го Белорусского фронта. Мы были горды тем, что нам выпадет честь в числе первых советских воинов перейти границу фашистского государства, принимать участие в боевых действиях на его территории и своими глазами увидеть, как будут гореть их села и города. Сейчас такое желание может показаться жестоким,
но тогда оно было для нас вполне понятным и естественным. Старший сержант Федоров был назначен в 900-й авиаполк 240-й истребительной дивизии. Полк базировался на полевом аэродроме Подуны. Первой заповедью у летчиков, как и у всех советских воинов, было «сам погибай, а друга выручай». В этом отношении характерным был воздушный бой 18 октября. Над полем боя мы с Рыльниковым прикрывали группу Ил-2, наносящих удар по артиллерийским позициям противника. Увидели, как справа со стороны Солнца на нас разворачиваются две пары мессершмиттов. Одна пара резко перешла в пикирование и ринулась к штурмовикам, а вторая осталась на прежней высоте выше нас. Мы бросились преследовать первую пару. Верхняя, пользуясь этим, на большой скорости атаковала моего ведущего. Виктор резко развернулся влево на мою сторону. Я открыл заградительный огонь и заставил мессера крутым разворотом уйти вверх. В это время его ведомый кинулся на меня. Я едва успел перевести свой самолет в крутое пикирование, но противник продолжал наседать. Казалось, что его снаряды вот-вот начнут взрываться в кабине моего самолета. Мое положение было критическим. Тут я заметил пунктиры трасс снарядов справа между моим самолетом и мессером. Это Рыльников пришел на выручку и заставил противника уйти в сторону. В это время другой мессер заходил к нему в хвост. Теперь мне пришлось броситься к нему на выручку и огнем пушек заставить противника выйти из атаки. Из наградного листа Федорова Ивана Афанасьевича. За период участия в Отечественной войне по прорыву обороны противника на границе Восточной Пруссии произвел 33 боевых вылета. Из них 18 боевых вылетов на прикрытие штурмовиков на поле боя и 15 боевых вылетов на прикрытие разведчиков ПЕТ-2 и разведчиков Ил-2, в том числе 4 вылета в глубокий тыл противника на разведку войск. С задачей по прикрытию штурмовиков на поле боя и разведке войск справился отлично. В проведенных воздушных боях в районах Таураге, Вербалис, Гумбинен и Эйт-Кунен умело отражал атаки истребителей противника на штурмовиков. Несмотря на сильное противодействие противника, всегда строго выдерживал боевой порядок в строю, не отвлекаясь от поставленной задачи. На поле боя не ограничивался одним прикрытием штурмовиков, а проявлял инициативу и штурмовал войска противника. Таких штурмовок произвел 12. Неоднократно доставлял командованию ценные сведения о противнике, за что имеет 3 благодарности. За отлично выполненные боевые вылеты удостоен правительственной награды Ордена Отечественной войны 1 степени майор Бражников. Со дня пребывания на фронте прошло уже почти 3 месяца, и у каждого из нас было по 35-40 боевых вылетов. Мы написали рапорты с просьбой оставить нас в этом полку, но получили отказ и приказание убыть к месту постоянной службы в Бирмскую авиашколу. Мы с нетерпением ждали победоносного окончания войны, но, конечно, не представляли, как придет и каким будет этот долгожданный День Победы. А он пришел неожиданно. О безоговорочной капитуляции Гитлера узнали в штабе школы у дежурного. Мы хлопали в ладоши, кричали «Ура!», обнимались и целовались. Из радиорепродукторов, установленных на улицах, гремел торжественный голос Левитана, читавшего сообщение Совинформбюро. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Везде и всюду люди поздравляли друг друга, многие плакали. Слезы на глазах были не только от радости. Многие оплакивали отцов, мужей и сыновей,
которые отдали свои жизни за то, чтобы настал этот День Победы. Деды и отцы наши считали позором для мужчины плакать при людях. Но все же, сидя в кругу друзей, вспомнив смерть отца, старшего брата и сестры в годы войны, погибших на войне близких родственников и друзей, не удержался и заплакал. Пожалуй, это были первые, а может быть и последние слезы, пролитые мною открыто на людях. Войну Иван Афанасьевич Федоров завершил в звании лейтенанта с боевыми наградами, орденами Отечественной войны первой и второй степени и орденом Красной Звезды. За годы войны он обучил и подготовил к фронту более 50 летчиков-истребителей. После войны опытного летчика-истребителя и летчика-инструктора Ивана Федорова командование направляет в Германию на должность командира авиазвена. Здесь он приступает к освоению первых реактивных самолетов Як-15 и МиГ-15. Между службой он проходит высшие курсы штурманов в Краснодарском крае. В период учебы в 1948 году он знакомится с молодой учительницей Раисой Васильевной Жарко. Раиса Васильевна, вы же одинокая. А мы сегодня встретили одного товарища, который приехал на годичные курсы летчиков-штурманов к нам. Он еще не женат, ему 30, а вам уже 24-25 пошел. Мы хотим вас познакомить. Он очень хороший человек. И вот меня знакомят. Да, говорят, он не русский, он по национальности якут. Через пару дней меня знакомят с ним. Мы в течение 2-3 недель вместе, эта семья, и он, и я, ходили в кино, в театры, встречались за чашкой чая у них, у меня. Ну, я ближе познакомилась, и Иван Афанасьевич мне сделал предложение пожениться. Общительный, внимательный, скромный Иван Афанасьевич очень понравился родственникам Раисы Васильевны, особенно ее матери. Получив ее благословение, молодые сыграли скромную свадьбу. Вскоре после женитьбы у молодой семьи Федоровых появился первенец Володя. В 1950 году служившему тогда в Германии Ивану Афанасьевичу было предложено пройти учебу в командном факультете военно-воздушной академии, где учились лучшие из лучших. Это предложение стало полной неожиданностью, что поначалу Иван Афанасьевич даже пытался от него отказаться. Академию он также окончил с отличием и получил назначение в Одесский военный округ старшим офицером оперативного отдела 5-й воздушной армии. Здесь он 9 лет постигал премудрости штабной работы. За это время в семье Федоровых родился второй сын – Анатолий. Я еще, когда только родился, маленький был, в Монино жили мы под Москвой. Отец в академии учился. Мне было года 2 или 3. Мама меня там, ее сестра училась, и вот она меня в общежитие туда привезет. А я кричал: «Якут!» Я не говорил «я якут», а говорил «якут». Девчонки все смеялись. Вот с самого малолетства я знал, что отец у меня якут. Отец был строгим, как человек военный, но справедливый. Он нас воспитывал как будущих воинов. С детства учил рыбалке. Мы с ним ходили на море, ловили бычков, показывал, как снасти вязать, как ловить. Мы это очень любили. И он с самого раннего детства нас брал с ночевкой на рыбалку. Мы ездили на реки, на Днестр,
рыбачили. Ну, заботился, конечно, о нас как мог. В то время трудно было жить. Он тогда еще только капитаном был. Водил нас даже на работу к себе в штаб армии. Я приходил, там смотрел иностранные самолеты, мне это было интересно. Ну, вот так он нас с самого детства приучал к авиации. Оба сына Ивана Афанасьевича пошли по его стопам. Старший Владимир стал летчиком-испытателем, младший Анатолий служил в гражданской авиации. Не только сыновья посвятили себя военному делу. Иван Афанасьевич был и до сих пор остается примером для многих своих внуков и племянников. Ну, Иван Афанасьевич Федоров является, не является он родной брат моего отца, Василия Афанасьевича, поэтому я ему прихожусь племянником. С Иваном Афанасьевичем мы встретились в 1967 году. Он приезжал на проверку военного комиссариата Вилюйского района. А тогда отец у меня работал в экспедиции в поселке Кызылсыр, и он у нас останавливался. Зашел такой яркий человек, в папахе, такой, с большими там полковничьими звездами, в шинели. То, что его внешний вид, там, конечно, для меня был немного удивительный, когда военных не видел, это раз. И второе, то, что вот сама атмосфера уважения вокруг него, оно что-то у меня такого вслед внутри оставило. Потому что, да, к нему там все окружающие относились с таким вот уважением, было видно. В Одесском военном округе Ивану Афанасьевичу довелось работать под руководством командующего авиацией округа, генерал-полковником, героем Советского Союза Павла Степановича Кутахова, в последующем главнокомандующего военно-воздушными силами СССР. Осенью 1964 года именно он рекомендовал Ивана Федорова заместителем командующего авиацией Забайкальского военного округа. Он очень уважительно относился к Ивану Афанасьевичу, всегда на учения, на длительные командировки в Москву или куда-нибудь. Он всегда брал Ивана Афанасьевича с собой. И он убедился, что он очень грамотный, культурный человек, в общем, ответственный. И он его вызывает однажды и говорит: «Я завтра лечу в Москву один, без тебя. Я буду ставить вопрос о том, чтобы тебя перевели на более высокую должность с присвоением звания». А потом через пару дней звонит Кутахов ему и говорит: «Маршал, за границей мест нет, предлагают должность в Забайкальский военный округ, должность генеральская». А Иван Афанасьевич говорит: «А как же я поеду на генеральскую должность в чине подполковника? А ты не беспокойся, завтра к тебе, если дашь добро, завтра к тебе прилетит звание полковника. Я завтра возвращаюсь и привезу тебе звание». Так и было. Военная служба не давала Ивану Афанасьевичу возможности часто и долго бывать на родине, о которой он всегда помнил и тосковал. Со времени выезда из Якутии в 1938 году лишь через 8 лет ему удалось побывать на родине в коротком отпуске. Уже не было в живых ни матери, ни отца, ни сестры, ни старшего брата. Но живы-здоровы были два родных брата Ивана Афанасьевича, Василий и Дмитрий. После войны, когда он пришел, я маленькая была, где-то 5 лет так было. Но я суматоху помню, и когда в 50 каком-то году он приезжал на СС, и он заходил, мы не знали, в военной форме человек пришел первый раз, и что-то мама, папа суетились, и были радостны, и мы поняли, кто-то пришел у нас, дорогой человек. Но все говорили, что мы даже самолета живого глаза не видали, только в кино видели. И вот это он летал, вот тогда мы говорили:
тот, который летал, воевал, он очень любил якутские оладушки. И даже когда приезжал с Одессы, он заказывал у маме якутские оладушки. И вот, когда приезжал, он всех нас собирал за столом, за чаем. Там он рассказывал свои новости и узнавал о Якутии, о родственниках спрашивал. И пели песни с братьями под гитару хорошо. Лаской твоей опьянен, и в улыбку твою я влюблен, и в сердце, как напел соловья, грудь и радость моя, твою любовь я пронесу сквозь года, другой счастья не найду никогда, и в сердце, как напев соловья, грудь и радость моя. И когда они вот приходили, мы были очень рады. И после их прихода у нас за спиной вырастали крылья. В ноябре 1965 года я прилетел в Якутск во главе группы офицеров штаба авиации Забайкальского военного округа для решения служебных вопросов. Были на приеме у первого секретаря Якутского обкома партии Гаврила Чиряева. В конце беседы он, подавая мне руку, сказал: «Извините, Иван Афанасьевич, кто вы будете по национальности? Якут?» «Сахаулаганду». «Сахауловым», — ответил я. Гавриил Иосифович засмеялся. «А мы и не знали, что у нас есть земляк-полковник, да еще и заместитель командующего авиации округа». И вскоре в городе Чите проводится партийная конференция. И на эту партийную конференцию приглашены из города Якутска военный комиссар и первого секретаря обкома партии Чиряева Гаврила Иосифовича. Ну, естественно, Иван Афанасьевич встречает этих гостей с самолетом. Гаврил Иосифович говорит: мы бы хотели вас забрать к себе в город Якутск и возглавить республиканский военкомат. А у нас есть определенный план. Мы бы многое хотели изменить в лучшую сторону. Конечно, я якут, этим все сказано. Не знаю, как Раиса Васильевна. Гаврил Иосифович обращается ко мне: как вы, Раиса Васильевна? Я улыбаюсь и на мальчишек смотрю и говорю: я думаю, где нашему папе будет хорошо, там и нам будет хорошо. Правильно, ребята? Они: правильно, ура! В Якутии. Они никогда не были в Якутии. Я до этого уже была с Иваном Афанасьевичем. 16 октября 1966 года Иван Афанасьевич Федоров приступил к обязанностям военного комиссара Якутии. Это время было историческое, очень такое, очень замечательное время было. С какой стороны? В 1965 году советский народ торжественно отметил 20-летие победы над фашистской Германией. А 1966 год – это уже накануне, получается, 50-летия советской власти. А также в 1968 году это было 50-летие комсомола, так, союзного комсомола. Так, ну и это был период подготовки к столетию Владимира Ильича Ленина. Ну и в 1972 году все мы знаем, что это был праздник, большой праздник, 50-летие Якутской АССР. Иван Афанасьевич быстро вписался в новые обязанности. Очень скоро побывал лично во всех подразделениях военкоматов и был в курсе всех проблем. Во-первых, Якутия отставала от других республик по качеству подготовки призывников. Во-вторых, вяло шла работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Чтобы исправить положение дел, нужны были резкие, кардинальные меры. Для этого требовалось объединение всех руководящих органов республики.
Иван Афанасьевич, как грамотный специалист, как военный человек, он хорошо понимал, что только через комсомол, только через партии, через советские органы, когда мы объединим все усилия воспитания молодежи, тогда мы добьемся, что мы действительно вырастим настоящих защитников нашей Родины. На высоком уровне проводилась военно-патриотическая работа. Там объединение по линии обкома комсомола. Это все надо было военному комиссару быть организатором и найти и все общественные организации объединить, чтобы они как единое целое, один механизм работали. Вот это было достигнуто в бытность. И во всех кабинетах, учебных заведениях, школах начальная военная подготовка велась, и учебно-материальная база была создана в тот период. Это до сих пор я помню, благодаря ему созданные вот эти учебно-материальные базы, 11 элементов учебно-материальной базы сохранились, и его начатое дело дошло до 90-х годов, а потом только при развале Советского Союза вот это мы быстро, то, что было создано, быстро разрушили. Прожив в республике 1 год, Иван Афанасьевич не мог не заметить, что многие ветераны войны не имели достойных жилищных условий. И когда в 1967 году он избирается депутатом Верховного Совета Якутии, начинает активно ставить вопрос о помощи ветеранам войны. В эти годы по его инициативе проводятся первые конференции и слеты участников Великой Отечественной войны. А 1 мая 1970 года был проведен первый военный парад в Якутске. Его усилиями был привезен и установлен на площади Победы знаменитый танк Т-34, построенный в годы войны на средства якутян. Чуть позже вышел закон о ветеранах. И, естественно, вот такие энтузиасты, как Иван Афанасьевич, они самостоятельно, не дожидаясь какого-то бумажного циркуляра сверху, используя свои полномочия, а он все-таки был военным комиссаром всей республики, у него полномочия были, он обратил и на уровне в то время областного комитета партии, и Совета министров, и Верховного Совета, он был депутатом нескольких созывов, и эти полномочия он использовал вот именно по своей инициативе, как непосредственно участник войны, как человек, который был заинтересован в том, чтобы все-таки должные почести должны были получить тогда еще очень-очень много живых участников войны. Тогда впервые в республике были созданы вот эти советы ветеранов войны, труда, войны тыла и труда. Вот. Это было большое значительное событие. Были организованы музеи боевой славы везде, всюду, в районах, городах, в республике, отдельных населенных пунктах. На учете взяты были все участники Великой Отечественной войны. 1985 год. Село Покровск. Парад Победы. Плотными рядами шагают по улице ветераны Великой Отечественной войны. У подножия кургана славы выступает участник войны, полковник авиации, первый летчик-истребитель и летчик-инструктор Якутии Иван Афанасьевич Федоров. Чуть подальше стоит его жена Раиса Васильевна. И вот камера запечатлевает кульминацию парада. Полковник Федоров зажигает вечный огонь. К сожалению, человеческая жизнь не вечна. Сегодня многих, кого мы видим на этих уникальных черно-белых кадрах, давно уже нет среди живых. Но есть память о них. Единственное, что может иметь бессмертие в бесконечном круговороте времени. И вот прошло много лет, как его нет на этом белом свете. Я о нем написала книгу «Любимый родной».
какие статьи о нем писала. Хочется, чтобы и земляки, и родственники, и потомки родственников, и наши родные дети, внуки, правнуки помнили всегда о нем и гордились. И от этого, конечно, будет легче всем живущим на земле. Поехал же учиться-то на артиста. Артиста? Да. В 1998 году мы эту школу добились строиться народным методом. И даже до начала строительства добились присвоения имени полковника вот, в нашей школе. А школы даже не было еще. Проходят дни и годы, пробегут века, уходят и народы, их нравы и моды, на небе навечно лишь одно любви вино. Пускай проходят года, но власть любви велика. Нам пьянит, она как море бурлит, любви волшебное вино, на радость людям дано, огнем пылает крови.